Больше вы не обманете народ. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как международные организации прижали правительство Таджикистана. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и важных событий. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Таджикистана срочно восстановить интернет в Горно-Бадахшанской автономной области и назвала задержание Амридина Алаватшоева незаконным. Закрытие коммуникаций в Игубао не только нарушает право на свободу выражения мнений, но и усложняет жизнь и даже делает ее опасной для всего населения. Власти Таджикистана должны восстановить доступ к интернету без дальнейших задержек, говорит в заявлении исследователь Human Rights Watch по Центральной Азии Саинат Султаналиева. Организация отмечает, что 25 октября, когда в Хороге вспыхнули протесты по поводу смерти местного жителя, центральные власти закрыли доступ к мобильным данным и к большей части функционированного доступа к интернету в Хороге, а позже доступ к интернету был закрыт в остальной части региона. Несмотря на то, что власти обещали, что после распуска митингов восстановят интернет-соединение, спустя 2 месяца этого не произошло, и интернет доступен только для сотрудников некоторых государственных учреждений, включая силовые структуры и банки. Отключение интернета нарушило жизнь людей по всему региону, нарушив работу медицинских и образовательных учреждений, а также других частей общества. По сообщениям СМИ, отключение интернета уже оказало негативные последствия на экономику, торговлю и мобильность жителей региона. Многие вынуждены преодолевать сотни километров, чтобы отправлять или получать информацию, совершать банковские операции или подавать заявки на образовательные программы, говорится в заявлении организации. Правозащитная организация также сообщает, что отсутствие интернета также помешало работе Следственной комиссии 44, в частности для того, чтобы она имела возможность сделать прозрачной ее работу и получить информацию от заинтересованных сторон. Для обмена информацией и отправки видеообращений члены комиссии были вынуждены сохранять данные на цифровых носителях и отправлять их в Душанбе. В соответствии с таджикским законодательством, государственные органы могут частично или полностью ограничивать доступ к интернету во время кризисных ситуаций, таких как военные или антитеррористические действия или стихийные бедствия. Власти не предоставили никаких обоснований и не ссылались на этот закон в нынешней блокировке. В соответствии с международным правом, правительства могут налагать ограничения на онлайн-информацию только в том случае, если они предусмотрены законом и являются необходимыми и соразмерным ответом на конкретную угрозу и отвечают общественным интересам. Должностные лица никогда не должны прибегать к массовым неизбирательным отключениям, чтобы остановить поток информации или помешать людям выражать политические взгляды, говорится на сайте организации. А как вы относитесь к такому мнению и поддерживаете ли вы его? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также правозащитная организация обратила внимание на дело Амридина Алаватшоева, о местонахождении которого генеральный прокурор Таджикистана сообщил лишь спустя 3 недели после его исчезновения в Москве, но ни Россия, ни Таджикистан не отчитались о 3-недельном задержании с 11 по 2 февраля. Сокрытие информации о задержании Алаватшоева на 3 недели делает его лишение свободы насильственным исчезновением, что является очень серьезным нарушением международного права. Власти должны немедленно обеспечить ему доступ к адвокату по своему выбору, чтобы он предстал перед независимым судом для определения законности его задержания и пользовался всеми правами на надлежащую правовую процедуру, включая связь с семьей и медицинское обслуживание. Он должен быть освобожден до проведения справедливого судебного разбирательства, и ему должно быть предоставлено возмещение за нарушение его прав в результате его принудительного выдворения в Таджикистан, отмечает Human Rights Watch. Накануне коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане и Международное партнерство по правам человека также выразили озабоченность по поводу того, что 44-летний житель Рожскалинского района Гбао Амридин Алаватшоев может находиться под регулярной угрозой применения пыток и жестокого обращения. В период содержания под стражей без связи с внешним миром Алаватшоев находится под высоким риском быть подвергнутым пыткам или другим формам жестокого обращения. И мы настоятельно призываем власти сообщить о его местонахождении и состоянии здоровья и предоставить ему незамедлительный и беспрепятственный доступ к адвокату и возможность связаться со своими родственниками, написали правозащитники. А как вы относитесь к таким деяниям наших властей? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии.